Стоматологическая служба Ингушетии. В каких условиях работали ингушские медики и куда ездили пациенты лечить свои зубы? Как развивалась республиканская стоматологическая клиника и как набирался первый персонал медучреждения? До 1967 года на территории Ингушетии не было стоматологических учреждений. Жители республики обращались в поликлиники, находившиеся в Грозном или в соседних регионах. Первая стоматология появилась в Ингушетии по инициативе Магомед-Башира Мальсагова. Он и его соратники обратились в соответствующие органы с просьбой построить для этих целей подходящее здание в Назране, которое через некоторое время именовалось как Назрановская городская стоматологическая поликлиника. Вскоре руководство ЧССР ее признало образцовым медицинским учреждением. Об этом писала и газета «Путь Ленина». Городская стоматологическая поликлиника, о которой идет речь, находилась здесь. Старое здание уже снесли, и мы не можем вам наглядно показать, в каких условиях работали первые стоматологи республики. Даже в архиве мы не нашли нужные материалы, но есть очевидцы, которые здесь работали и лечились. Фатима Барахоева хорошо помнит те времена. Она вспоминает, с какими препятствиями приходилось сталкиваться для того, чтобы получить элементарные медицинские услуги. Это и длинные очереди, и обезболивающие лекарства, которые вызывали аллергическую реакцию. А чтобы сделать рентген, им приходилось ездить в старую больницу в Гамурзиево. Удобств никаких не было, происходить все. Даже укол, элементарно укол, обезболивающего даже не было. Было все, и очереди были, не уют был никакой. Был не условий не было таких, как вот сейчас. А сейчас условия очень даже хорошие. Любой рентген даже надо было делать, ходить куда-то, сделать рентген и прийти опять в поликлинику. А сейчас прямо на месте, вот в Магасовском центре, здесь на месте делают рентген, и сразу этот рентген уходит к врачу. Это очень даже удобно, очередей нету, все удобно, хорошо, врачи хорошие. Очень даже приятно проходить даже в поликлинику сюда. Все намного изменилось. И дороги, и спортзалы, все. И вот, что есть, все удобство для людей. Вот так мне кажется. Мне даже приятно проходить. То в поликлинику придешь, хоть в кинотеатр придешь, хоть в филармонию придешь. Все удобство есть, все красиво. Концерты бывают приятно смотреть. Хоть моя там внучка выступает. Очень даже хорошо. Условия нехорошие. Что я говорю, что укола даже не было элементарно. И большинство из-за этого стоматологии осталось без зубов. Сейчас я пришла в Магасовский центр. Вот здесь у меня есть свой врач уже. Идешь как на праздник. Райза Долгиева в стоматологии больше 40 лет. Она не понаслышке знает, в каких условиях приходилось оказывать помощь пациентам. Раньше это ни в какие рамки, ни в какие сравнения не входит. Это вообще даже разговору нет, чтобы оно сохранило. Потому что, во-первых, все было тяжело. Специалистов было мало. Оборудование, как в настоящее время, оборудование надо было У-30 называется. Это очень слабые обороты. Не было обезболивания, разновидности, какое сейчас обезболивание, у нас чего только нету. Мы выясняем, там при беременности нельзя, бывает, при аллергии нельзя делать какие-то инъекции. Мы все это выясняем, спрашиваем, только это, но это вообще в сравнении не ходит. Обезболивание было единственное, обезболивание это был новокаин. Я сама этим только сидела. Только вот эти 6-7 лет я сижу в смотровом, а так сидела все эти годы, 40 лет, я сидела на приеме. Мы делали новокаин, и очень часто бывало пациентам плохо. И я старалась делать на живую. А на живую, не знаю, это, конечно, это же боль, это же это самое. Но как-то старалась я как-то заговаривать, говорить, как-то отвлекать этого пациента самое, что вот надо секундочку подождать. Нерв как удалишь, уже легче становится, уже можно безболезненно делать дальше манипуляции. Но сейчас уговаривать не надо, ничего не надо, абсолютно все у нас есть. Затем началась череда переездов. В 90-е, когда началась ликвидация поликлиники, ее здание было приватизировано, и персоналу пришлось переехать в Назрановскую районную больницу, где они находились до 2006 года. Все приватизировали и забрали все. Отсюда тогда уже как раз построили центральную районную больницу, нам построили, ИШКБ нынешнюю. Отец туда переезжает, дают маленькое отделение, уже не только то, что было. И вот там они ютились до 92-93 года, пока служба несла как отделение, заведующим отделением. Когда у нас уже появилась своя республика в 93 году, сразу автоматически формируется и поликлиника стоматологическая республиканская. И потихонечку, шаг за шагом мы
ютясь в этих тяжелых условиях. Ютясь очень тяжелых. Огромное количество, мало врачей, мало кабинетов. 2 учреждения в одном здании. И республиканская поликлиника, и республиканская стоматологическая поликлиника. Тяжелые условия. В период с 2006 по 2012 годы персонал поликлиники снова был вынужден переехать в другое арендуемое помещение. В 2006 году мы переехали сюда, как мы видим, да, в это здание. С 2000 по 2012 год. Это получается 6 лет мы находились в этом здании. 5-6 лет. Условия были? Ну, если сравнить условия никакие практически. У нас не было здесь возможности рентген установить, потому что по ГОСТу, по соответствию, и кабинетов не было, даже и по ГОСТу не соответствовало бы, если даже был бы, у нас не было. Сегодня у нас есть 3D-формате рентгеновский условия. Визиограф у нас есть, рентгеновский пленочный, беспленочный. Удобно для врача. Это все связано. Врачу не надо ходить к рентген-кабинету, пациенту не надо брать рентген-снимочек с собой. Он автоматически на своем рабочем столе видит этот рентгеновский снимок. Плохо он сделал или хорошо он сделал, качественно или некачественно. В стоматологии я пришла работать в 2000 году, в конце 2000 года. Условия, конечно, были плачевные, я могу сказать, но мы старались. Не было отдельных стерилизационных кабинетов, не было. Инструменты стерилизовались прямо в кабинете, в сахажаровых шкафах. И, конечно, мы старались, чтобы больных получше обслужить. Мы там пробыли, я пришла туда в 2000 году, до 2006 года мы были в общей поликлинике, как бы несколько кабинетов снимали. Ну, снимали, работали там. Потом нас перебросили в арендуемое помещение по Газдиева. Это вообще был ужас. Там никаких условий, горячей воды не было. Медсестрам приходилось холодной водой мыть инструменты. Никаких условий не было. Там мы побыли до 2012 года в таких условиях. Один переезд равен 2 пожарам. Так говорит главврач стоматологической поликлиники. Он продолжил дело своего отца. Конечно, были большие сомнения в том, что у него получится воплотить в жизнь мечту отца. Добиться строительства нового здания при жизни Магомед Башир Мальсагов так и не смог. Только спустя лет после его кончины для жителей республики наконец построили первоклассное здание Республиканского стоматологического центра. Слава Аллаху, слава Богу, что у нас получилось. И с 2007 года, после смерти отца, думал, нужно ли мне повторить тот путь, который он повторял. Но у него была мечта построить 3-й раз. Ну и построили мы 3-й раз. В 2008 году, в 2009 году я пишу в главе республики письмо, крик его души. Это правда. Здесь нет лукавства, абсолютно. Он отписывает это письмо, у меня есть это отписанное письмо. Разобраться, подготовить. И по федеральному целевому программу мы внедрили вот это учреждение. И в 2012 году, в течение 2 лет было построено это учреждение. Когда мы сюда когда это учреждение строили, здесь ничего не, здесь все было пусто. Я видел село Аль-Юрт, сейчас я его не вижу. Все жаловались, почему так далеко, почему нас заранее было. Вы знаете, мы сейчас в центре города находимся. И когда мы переехали, тоже это было очень тяжело. Тоже здесь много чего не хватало, тоже дорабатывалось. Я писал письма по федеральному дирекцию по строительству, тогда еще отдел был дирекция при Министерстве строительства. Писал письма, много чего исправлялось, сам глава контролировал лично. С 2010 года по линии реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия» на 2010-2016 годы при всесторонней поддержке президента России Владимира Путина и главы Республики Юнусбека Евкурова началось возведение нового 3-этажного корпуса Республиканской стоматологической поликлиники. В июне 2012 года состоялось открытие медучреждения, которое носит имя основоположника службы стоматологии Ингушетии Магомед Башира Мальсагова. У нас то, что сейчас и раньше, это ни в какие рамки не входит, потому что сейчас мы можем оказать любую помощь, любую, начиная с детского возраста, с 2-летнего возраста и
уже более взрослое поколение. Мы не отказываем. Рентген, удаление, лечение, протезирование на высшем уровне. Здание оснащено современным оборудованием. Ортопантомограф, аппарат для внутриротовой контактной рентгенографии, эндомоторы, ультразвуковые скейлеры. Этот аппарат появился у нас в 2016 году. Называется он ортопантомограф. Снимает он 2 челюсти, верхнюю и нижнюю челюсть. Особенно очень полезно в области ортодонтии, челюстно-лицевой хирургии. Врач видит все зубы пациента. Особенно ортодонт видит, какие лишние зубы надо удалить, когда ставят брекеты. И полезно для челюстно-лицевой хирургии. Если у пациента травмы с челюстью, и очень удобно и просто все. До появления этого аппарата мы делали просто пленочные снимки. У нас даже радиовизиографа не было, сейчас и радиовизиограф у нас появился, и ортопантомограф. И врачам удобно, и нам удобно работать. Все очень просто, качественно. Вопрос стерилизации медицинских инструментов здесь стоит на особом контроле. Отдельные кабинеты, где каждый прибор проходит обработку в несколько этапов. Инструменты после использования заносятся сюда, замачивается дезраствор. Мы в данный момент используем Деконнекс 2%. Инструменты замачивается дезраствор на 1 час, после чего происходит очистка инструментов от загрязнения. После чего инструменты моются под проточной водой, смывая остатки химических моющих растворов. Затем происходит запираемая проба, которую проводит старшая медсестра. Затем после проверки смывается запираемая проба. Инструменты сушатся в сухожаровом аппарате. Это аппарат для стерилизации инструментов сухожаровой. Стерилизуется сухим жаром в течение 60 минут при температуре 180 градусов. Раньше стерилизации не уделялось столько времени, не было и такого современного оборудования. Да и времени на обработку уходило очень много. В 2012 году у нас уже построили нам эту поликлинику. Мы даже своим глазам не верили, что можем в таких условиях. Тут и рентген, тут и горячая, холодная вода, и отдельные стерилизационные кабинеты. Медсестрам приходится только пойти в стерилизационный, приносить в упаковках свои инструменты и работать. В кабинете ничего делать не надо, просто свой кабинет обрабатывать, инструмент, все у них был готов. А раньше работали в таких ужасных условиях работали. А сейчас, я же помню, я все-таки с тех пор главным медсестрой работаю, я помню, как эти девочки трудились. А сейчас я им все время говорю, хоть бы вы знали, как в таких условиях наши девочки тогда работали, а вы сейчас, вам кажется, что это трудно. Из кабинета в кабинет принести инструмент, обработать кабинет. Ничего им больше делать не надо. Очень нам сейчас повезло, что эта поликлиника такая светлая, красивая, и оборудование хорошее. Позитивные перемены в последнее время произошли не только в стоматологической службе, но и во всей сфере здравоохранения. Построены десятки медицинских учреждений, отвечающих стандартам мировой практики. Больницы, поликлиники, специализированные центры. Можно с уверенностью сказать, что мы наблюдаем самый активный период развития здравоохранения в истории молодого региона.